Можно говорить? Добрый день, уважаемые участники Олимпиады, добрый день, уважаемые преподаватели. Меня зовут Владимир Устюгов, я председатель жюри Олимпиады по астрономии. Пару слов о себе. Я преподаватель Сыктывкарского государственного университета, кандидат физико-математических наук. Нам с вами предстоит сегодня, наверное, сложный разговор, как все уже понимают, но с другой стороны, мир, он не черно-белый, и, например, успех может как кого-то окрылить, так и кого-то дезориентировать, а неуспех, он кого-то вгоняет в уныние, а для кого-то, наоборот, является важным стимулом для дальнейшей работы. И вот я считаю, что несмотря на то, что результаты Олимпиады прошедшие не такие высокие, как хотелось бы, это как раз-таки стимул для более глубокого изучения такого интересного предмета, как астрономия. И немножко хотелось бы как раз порассуждать на тему, почему получились такие результаты, как получились. В первую очередь, наверное, хочется сказать о том, что за те годы, пока в школах не было такого предмета, была потеряна во многом традиция преподавания астрономии. На сегодняшний день, естественно, все это потихонечку возрождается, однако не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, потому что учителя должны научиться этому заново, научиться учить детей астрономии. Для этого проводятся различные образовательные курсы для учителей, как в Республиканском институте развития образования, так и в других организациях. То есть процесс идет. При поддержке разных крупных компаний в школах открываются кружки, астрономические музеи. Как минимум мне известно об открытии такого музея в Ухте, в гуманитарно-педагогическом лицее. У нас тоже есть несколько таких вот школ. То есть процесс идет, и будем надеяться, что в скором времени он даст свои плоды. В ЕГЭ по физике также включены несколько задач по астрономии. Насколько я помню, там всего 2 задачи. Это вроде как должно стимулировать людей изучать предмет. Однако тут есть и вторая сторона, да, не стоит слишком оптимистично на все это смотреть, потому что для того, чтобы эти 2 задачи по астрономии в рамках ЕГЭ по физике решить, требуется впитать достаточно большой корпус знаний, потому что разнородные задачи, как на геометрию, так и на знание каких-то фактов о небесных телах. И очень часто просто используется стратегия, при которой ученики концентрируют свое внимание на абсолютно других задачах, а на астрономию не тратят время, поскольку считают это рационально. Для кого-то это, разумеется, рационально. И хотелось бы отметить также такой момент, что изучение любого предмета стимулирует практика, да, практикование конкретное. В случае астрономии раньше в советское время существовали кружки астрономические при школах и в других организациях. У нас в республике с этим есть сложности, связанные просто-напросто с климатом. То есть даже если люди готовы это практиковать, готовы приобретать телескопы, так скажем, то у них нет возможности активно практиковать астрономию, потому что количество ясных ночей в году у нас относительно маленькое, относительно, например, южных регионов. Плюс у нас из этой сферы полностью практически выпадает лето из-за белых ночей, поэтому тут есть свои такие вот особенности, и поэтому
от ученика, от любого человека, который хочет это практиковать, требуется достаточно большая вовлеченность. Не каждый готов будет тратить свое время и деньги на такое хобби или на такое занятие, которое априори не будет занимать какую-то большую часть его жизни, чисто из-за природных условий. Поэтому отчасти, сложности, связанные с решением олимпиадных задач, они растут отсюда. Кроме того, это со стороны преподавания и среды можно такие проблемы назвать. Если мы посмотрим на решение этих задач олимпиадных со стороны учеников, то какие тут могут возникнуть сложности? В первую очередь, естественно, это нехватка времени. Текущая ситуация с образованием такова, что ученики вынуждены большую часть своего времени свободного тратить на изучение основных предметов, таких как математика и физика, которые конкретно пригождаются на практике для поступления в вуз и для дальнейшего обучения. Астрономия не входит в основной такой список предметов, поэтому ее изучение со стороны ученика также происходит в основном по остаточному принципу. А для решения олимпиадных задач это, в общем-то, неприемлемо, потому что если сравнить, например, с игрой на музыкальном инструменте, можно научиться ловко попадать в нужные клавиши на фортепиано, и это будет в сфере образовательной решение каких-то стандартных задач по физике, может даже по той же астрономии, потому что формул на самом деле в астрономии, которые надо знать для того, чтобы успешно решать задачки, их не так много, то есть формулы можно в принципе выучить, и даже какие-то простые вещи можно научиться легко делать. Однако, возвращаясь к аналогии с музыкальными инструментами, настоящая музыка – это выражение своих мыслей при помощи какого-то инструмента. То есть тут речь не идет о том, чтобы попасть пальцем в нужную клавишу в нужный момент времени. Тут речь идет именно о выражении мыслей, и это совершенно другой способ мышления. И для того, чтобы достичь такого способа мышления, который нужен для решения олимпиадных задач, конечно, требуется много времени, много усилий, много общения, например, как с преподавателями, так и с другими учениками, сверстниками, теми, кто постарше, например, кто проходил уже через такие олимпиады. Это касается, например, ребят из 9 и 10 класса, у которых, насколько я понимаю, астрономии на уроках физики еще пока не было. Хотелось бы поговорить немножко о самих задачках, почему все-таки получились такие низкие, прям скажем, баллы. Во-первых, мы, члены жюри, не занимались искусственным завышением баллов. Как известно из документации, которую нам спускает организатор Олимпиады, мы используем конкретные критерии, которые составлены авторами задач. Однако ученик не обязательно должен следовать конкретно тому алгоритму решения задач, который предполагал автор. Ученик может придумать свой абсолютно отличающийся способ, и в этом случае член жюри, который проверяет задачу, он должен выстроить свою какую-то систему оценивания. Но, я повторяю, мы не занимались искусственным повышением баллов, потому что нет никакого смысла заниматься самообманом. Мы должны видеть с вами реальную ситуацию, и реальная ситуация будет
побуждать нас развиваться, работать дальше и стремиться к более высоким результатам. Что касается решения задач, хочется ребятам порекомендовать, например, более внимательно относиться к тому, в частности, к ответам, например, потому что иногда возникают такие, прямо скажем, курьезные случаи. Например, один человек написал, что созвездие Ориона видно только в южном полушарии. То есть очевидно, что это волнение сыграло такую вот шутку с ним, да, но вот стремитесь перечитывать ваши решения, анализировать, что их на предмет вот таких вот курьезных вещей. Или, например, у кого-то размер метеорита, который падал на Землю, оказался там радиус чуть ли не 15 тысяч километров. Естественно, такое тоже не может быть. У кого-то этот метеорит оказался очень маленьким, буквально 1 сантиметр. И понятно, что вот при решении таких задач часто надо использовать здравый смысл, то есть проверять свой ответ, что называется, на глупость. Да, вот в принципе такое может быть или не может быть. Или, например, задача про осколки кометы. У некоторых ребят получалась концентрация 10 в минус 10 степени осколка на кубический километр. То есть понятно, что это тоже где-то за пределами здравого смысла. Вот постарайтесь по возможности такого избегать. А вообще главная проблема, главная сложность, как вот мне показалось, и это тоже вносило некоторые сложности при оценке работ, собственно, это то, что в большинстве случаев, к сожалению, не была уловлена основная идея задачи. Вот пример, да, у 11 класса задача с шариком, который запустили с некоторой начальной скоростью с поверхности Земли, и там надо было определить расстояние, на котором он будет от Земли через 1 год. Вот. Можно эту задачу решать по-разному, да, но если ученик не учитывает здесь взаимодействие с солнечными фотонами, то, естественно, задачу никак нельзя считать решенной, да, потому что если бы взаимодействия с солнечными фотонами не было, а в условии сказано, что гравитационными взаимодействиями здесь можно пренебречь, то задача решается тривиально. Мы просто начальную скорость этого шарика умножаем на время 1 год и получаем расстояние. И такие вот примеры, таких примеров можно привести массу. Вы, я думаю, сами проанализируете ваши решения и сами попытаетесь каким-то образом выработать для себя на будущее стратегию. То есть вам составители задач, в отличие, например, от физики, да, как вот я заметил, они практически не дают никаких лишних данных. Это на физике вам могут накидать в условия всяких разных фактов о той системе, которую предлагается изучить. И вам надо выбирать те показатели, которые надо учитывать, которые относятся к делу, к существу задачи. Здесь же в астрономии практически все, что вам дал автор задачи, это нужно использовать. Вот. И вы сами увидите, анализируя свои решения, что часто важные как раз-таки ключевые факторы, которые надо учесть, вот они, к сожалению, у вас не учтены. А вообще решения задач, естественно, они вас интересуют, они уже выложены на сайте talentkriro.ru в разделе «Новости», вы можете оттуда скачать. А после вебинара у вас в личных кабинетах на этом сайте появятся сканы
ваших работ, и вы, собственно, сможете проанализировать ваши решения, обсудить с своими учителями. Вот. Ну и на этом, наверное, мы с вами обсуждение закончим. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете задавать их, опять же, через личный кабинет. В течение, наверное, суток мы будем мониторить поступление вопросов и по возможности на эти вопросы отвечать. Ну и хочется пожелать вам успехов в изучении этого замечательного предмета. Вот, изучайте, читайте книжки, смотрите разные лекции. Сейчас в интернете можно найти множество лекций от действующих преподавателей. Ну, от себя могу, например, порекомендовать лекции Сергея Борисовича Попова, как, допустим, настоящие записанные лекции для студентов соответствующего факультета МГУ, так, например, и научно-популярные его лекции, например, на канале «Постнаука». Интересно, доступно, познавательно. В общем, изучайте мир, участвуйте в Олимпиаде, ну и удачи вам в ваших делах по поступлению в вузы. До свидания.